право. Это незаконно созданное государство, в котором говорится, что это на основе воли, изъявления и решения этих народов. Но на самом деле этого нет. Вот такая ситуация, Аслан. Поэтому это все и происходит. Поэтому, потому что политика, которая сейчас проводится, да и раньше проводилась против вот этой линии, которая выработана в современном международном праве, которая жизнится на основа, значит, свобода личности, декларация всеобщего, декларация прав человека и международного права. Вот на этой основе, не действуя на этой основе, уходя от этого, такие важные международные организации, как ПАСЕ и некоторые другие, ну, скажем, до конца которые не дорабатывают это. Вот, в частности, в ПАСЕ сегодня происходит это. Вот какие люди. Мы хотим сказать, что ни одна личность, которая там есть, выступает там от Российской Федерации России, потом говорят они каких-то там республик, которые являются автономные, что от них отдельно что-то будет. Это все вот такие игры, в которые люди, которые приехали сюда на Запад или направлены сюда, которых просто, ну, как скажем, обманывают. И они не понимают, что в этом смысле они снова оказываются в той же, как говорится, в том же болоте, которое есть в России, которое есть и сегодня. Она была и есть. Далее позволять это нельзя. Нельзя, надо, значит, делать все для того, чтобы Россия сама в этом смысле переформатировалась, или чтобы ее больше не было. Вот два варианта. Скорее всего, будет, потому что Запад не желает развала России по определенным причинам, то нужно переформатировать. Если в этом направлении мы не будем работать на Западе и где во всем мире, то Россия снова возродится и снова будет делать свои попытки нападать на эти территории и пытаться их захватить. Вот и все. Пока что. Ну, как говорится, нет худа без добра, Аят. В этом то, что они себя показали, это хорошо, хоть они, конечно, себя ведут не очень, соответствуя своим же критериям, своим же целям, указанных в уставе. Но также хорошо, что вот некий россиянин Руслан Кутаев тоже попал в этот список, там оказался, и представляет коренные народы России внутри будущей демократической России. И Ахмед Закаев, там Курочкины все, которые, и Украина, которые очень его раскручивают, представляют этого Кутаева каким-то вице-премьером Ичкерии, соратником Дудаева, ну такие вот громкие у него эпитеты в его адрес. Но теперь хотя бы, я надеюсь, люди, которые находятся и в Украине, и в других местах, поймут, что это все симулятор, это все имитация, все, что они говорили, не соответствует действительности. Как вы считаете, то, что вот они вписали вот этого человека туда, это для чего они это сделали? Ну, это по той же причине. Никаким он там представитель нашей, ни он, ни другие не являются. Представитель наших являются только те, нашей республики, законно избранной, и власть является только члены президиума Чеченской республики Ичкерия, которые были избраны на очередных выборах, власти, и которые, значит, не предали, не перешли на сторону, значит, врага, или не отошли от основы нашей Конституции. Вот эти и те люди, которые назначены последним президентом. То есть последний президент у нас был этот Доко Умаров. И до своего самоотстранения, скажем, в 9 декабря 2007 года, тех, которых он назначил от правительства. Вот эти люди только могут быть членом президиума правительства и представлять нашу страну. А остальные все не могут, и даже из них, кто я назвал, и они не могут представлять нашу страну, если они перешли на сторону или не работают в пользу нашего государства.
личность, которых ты назвал, является именно таковыми. И они не могут представлять и говорить от чеченского народа, они не имеют